بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уважаемые братья и сестры, мы сегодня продолжаем чтение книги «Ан-Наба аль-Азим» великого шейха Мухаммада Абдуллаха Дараза. В прошлый раз мы говорили о лексическом значении слова «Коран», статусе этого писания, а также перешли к ключевому вопросу, источнику священного Корана. Сегодня мы, с позволением Аллаха, продолжаем обсуждение этой темы и рассмотрим, почему Коран не мог быть написан пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Автор говорит: отрицание Мухаммадом своего авторства Корана – это не утверждение, требующее доказательств, а признание, которое следует принять от него. Если бы это дело рассматривал справедливый судья, ему было бы достаточно услышать это свидетельство из уст самого человека против себя, и он не стал бы искать других свидетельств, рациональных или традиционных. Ведь это не из категории претензий, требующих доказательств, а из разряда признаний, которые принимаются от их автора, и ни друг, и ни враг не колеблются в их принятии. Какая выгода разумному человеку, который претендует на лидерство и бросает вызов людям чудесами для подтверждения этого лидерства, приписывать свое достояние другому и полностью отрекаться от него, в то время как он мог бы присвоить это себе, увеличив тем самым свое величие и статус, и если бы он это сделал, никто из людей не стал бы оспаривать это или претендовать на это. Мы знаем, что многие литераторы посягают на труды других, воруя их целиком или частично, что легко унести и что имеет высокую ценность при низком риске разоблачения. Некоторые даже раскапывают могилы умерших, облачаются в их саваны и выходят к своему народу, украшенные этими заимствованными одеяниями. Но чтобы кто-то приписывал другому самые ценные плоды своего разума и самые драгоценные дары своего таланта, такого время еще не рождал. Если бы мы предположили это, мы не нашли бы этому разумного объяснения или даже подобия такового, кроме разве что одного момента, который может смутить невежду, что этот лидер посчитал, будто приписывание Корана божественному откровению поможет ему исправить людей, обязав их подчиняться ему и следовать его приказам, поскольку такое приписывание придаст его словам святость и величие, которых не было бы, припиши он их себе. Но это рассуждение порочно как по сути, так и в своей основе. Что касается его порочности по сути, то это потому, что от того, кто пришел с Кораном, исходили как слова, переписываемые себе, так и слова, переписываемые Всевышнему Аллаху. При этом то, что он относил к себе, не уменьшало обязательности подчинения ему, а то, что он относил к своему Господу, не увеличивало ее. Напротив, он, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, требовал от людей подчинения и тому, и другому в равной степени. И их святость в душах была одинаковой, и подчинение ему было подчинением Аллаху, азза ва джалля, а неповиновение ему было неповиновением Аллаху. Так почему же он не сделал все свои высказывания словами Всевышнего Аллаха, если бы дело обстояло так, как предполагает эта иллюзия? Что касается порочности этого суждения в самой его основе, то оно построено на ложном предположении, допущении, что этот лидер мог быть одним из тех, кто не гнушается достигать благородной цели, переходя к ней к мосту лжи и обмана. Это категорически отвергается всей исторической действительностью. Тот, кто изучает его благородную биографию пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, во всех его проявлениях, его действиях и моментах покоя, и высказываниях, и жестах, в его довольстве и гневе, в уединении и прелюдиях, не усомнится в том,
что он был самым далеким из людей от лицемерия и уклончивости. Его тайные и явные были равны в точности, правдивости и открытости истины, так в важных, так и в незначительных делах. Это было самой характерной его чертой и самым явным его качеством, как до пророчества, так и после него, о чем свидетельствовали и продолжают свидетельствовать и его друзья, и его враги до нашего дня. И Всевышний Аллах, Субханаху ва Та'аля, в священном Коране говорит: Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم. О Мухаммад, скажи им также: если бы Аллах пожелал, то я не читал бы вам этот Коран, и он не стал бы обучать вас ему через меня. Прежде я прожил с вами целую жизнь, 40 лет, и ничего подобного вам не рассказывал. Неужели вы не понимаете, что это не от меня исходит? Неужели вы не понимаете, что это не от меня исходит? Сура Юнус, аят 16. И на этом мы завершаем нашу вторую встречу. Да укрепит Всевышний Аллах в наших сердцах истинную веру. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.